должны нести вот это вот единство общероссийской массы. Дружба, сплощенность и мирное небо. Эти слова за столом звучат не раз. Главный вопрос – строительство первого в регионе Дома дружбы народов. Масштабный проект планируется реализовать уже в этом году. Всего же в Ингушетии 14 национально-культурных общин, представителям которых необходимо помещение для встреч, литературных выставок и атрибутов национальной культуры и проведения праздников. Национально-культурного общества будет, скажем так, кабинет, свой отсек. Там будет и небольшая библиотечка у каждого, там в шкафу национальный костюм, какие-то там раритеты и так далее. Сегодня в Ингушетии проживают представители более 70 разных национальностей. Ни одни праздничные торжества не обходятся без участия нацобщин. Именно они вносят особые ноты и тот неповторимый шарм в любой праздник. Из первых уст знакомя гостей и жителей с обычаями и традициями народов. Этот курс, как отметили на совещании, Миннац будет продолжать в таком же темпе. Только в этом году в регионе запланировано ряд мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений. 28 апреля по всей стране отметит Пасху, впереди и майские праздники, День Победы, а следом и День Республики Ингушетия, которая успела стать для них вторым, если не первым домом. Честно сказать, я чувствую не только у себя дома не чувствую, и Ингушетию чувствую хорошо. Вы же знаете, мы переехали в Афганистан. На Афганске я не могу свободно ходить, свободно жить. А на Ингушетии это есть свобода. Если действительно свобода есть. Они люди добрые. Вот до 10 лет ни один не перешел к нам домой. Лишний звонок, лишний человек не переходит у тебя домой. Живи по законам, как есть. Вот как есть, живите, работайте свою работу. Они все люди ко мне переходят, все. Я не говорю, они меня все знают, они все переходят. Они все, салам алейкум, только добро я вижу. Примерно вот такого живут, это 10 лет. Все хорошо, альхамдулилlah. Я благодарю Аллаха, который на этом земле мы живем, и дружбе живем, и увидим все людьми. Вот такого бывает они. И школа хорошо. Они принимают, даже моя мальчика 4 года приняли школу. Такого нету. Они учатся отлично. Дочка у меня в 10 году родился, а сейчас в 4 класс учится. Они отлично учатся. Ингуши по количеству и так много, как я помню, это население Ингушетии 500 или 800 тысяч. Надо благодарить Аллаху, что есть свой территория, есть свой флаг и есть свой государство. Затронули общественно-политическую ситуацию в регионе. Любая проблема или испытание не обходится без внимания со стороны представителей разных конфессий. Джемма Епмирян в Ингушетию переехала более 35 лет назад. Она с радостью отмечает кардинальные изменения, произошедшие в регионе за последние годы. Люди стали жить совершенно по-другому. Строятся соцобъекты, улучшается городская среда, словом, развивается социальная инфраструктура. Я вижу действительно вокруг сколько новых этих зданий, дворцы, Ледовой дворец, вот недалеко от нас. Все, что надо, спортивные вот эти дворцы, все красиво, не знаю. Я, честно, не интересуюсь этим. Такое мнение у меня было, так и есть. К праздникам готовитесь? Конечно, обязательно. И всегда. Мы здесь же, кстати, Пасха же. Да. Все время и концерт, и все, мы все в диаспоре. Она дома вот будет готовить, дома. И дома, и яички будем красить, все будет. Ну, все нормально, не знаю, конечно, готовлю. Манана и вообще мусульманский праздник хочу поздравить вам терпение, чтобы все нормально прошло, мирно что прошло. И это наш праздник, и это Махаш наш праздник тоже. Напомнили и о том, что главная задача Миннации Ингушетии, чтобы все многонациональные жители России чувствовали себя как дома, и как работники идеологического фронта перед собравшимися ставятся конкретные цели. Каждый наш житель, прежде чем он изучит азбуку, мы должны не то что внушать в аспект культурного развития, что человек нормальный, мыслящий, он должен как минимум дилетантски знать, чем представлена культура, например, Армении, что они огромное государство на армянском Нагорье, что они прошли период развития Урартийского царства. Если
Таджикистан – это великая Персидская империя, бывшая, от до Урала, которая простиралась. Бизнесмены, аграрии, творческие и научные деятели. Каждый из представителей самых разных национальностей нашел себя в любимом деле и в любимом уголке, в Ингушетии. Но так спокойно и комфортно жилось не всегда. Вспомнить даже время, когда и правоохранители, и простые жители гибли от бандитских пуль. Сохранить стабильность и приумножить – вот что важно сегодня для всех жителей, независимо от возраста, религии и национальности. Вот то, что ситуация происходит, это, конечно, неприятно, это какое-то недоразумение, наверное, скорее всего, я так думаю, это мое мнение, которое не должно развиваться плохим, потому что это спокойная страна, где всегда спокойно люди жили, и дай Бог, что всегда так было. Как свой дом живем. Я даже не могу домой ехать. Серьезно. Я привык здесь. Как свой дом. Как брат, как сестру. Живем, алхамдулилlah. Жить нормально. А чем занимаешься, скажи? Сейчас я работаю водителем. Здравоохранение, образование, спорт, промышленность. Главное не разрушить в один миг то, что создавалось по крупицам, отмечают на встрече. Важно дорожить той колоссальной административной и финансовой поддержкой, оказываемой федеральным центром. У меня потому что 11 внуков, с кем-то и них приходится иногда выходить в поликлинику. Позавчера, допустим, я была в детской поликлинике, и меня поразила там такая атмосфера, что широкие коридоры, детям есть где поиграться, когда они в очереди к какому-то врачу. Там игрушки, там все, там чистота, там порядок. Даже во двор, когда заходишь, все блестит, сверкает и очень красиво. Это только в одной детской поликлинике. А таких сколько у нас учреждений открылось, где все так чисто, аккуратно. Собравшиеся пришли к единому мнению. Проблемы и сложности всегда были и будут, но только потому, что мы хотим жить лучше, стремимся к этому. И путь этот гораздо короче, когда весь ингушский народ вместе с другими будут едины в одном – желании жить в мире, созидании, дружбе и согласии. Зелимхан Калоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.